Сотрудничество с Китаем уже на уровне всестороннего стратегического партнерства. Об этом Эмомали Рахмон заявил на встрече с премьером Государственного совета КНР. Таджикистан всегда был частью Китая. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как китайские СМИ вернулись к теме территориальных претензий к соседям. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Ну, а президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня назвал Китай всесторонним стратегическим партнером. Информационный портал «Цветок отражения истории», публикующий материалы на исторические темы, в статье «Откуда берет свои истоки Таджикистан», утверждает, что Таджикистан всегда был частью Китая. Автор статьи неизвестен. В статье без указания какого-либо исторического документа читателю внушается мысль, что не только Таджикистан, но и вся территория Центральной Азии принадлежала Китаю. Со времен правления хана Китай начал покорение небольших соседских государств и открыл Великую Шелковую путь. В эпоху империй Цинь и Тань Таджикистан был частью Китая. Позже Китай захватил земли от Хутана до востока империи персов. Сейчас эта территория называется Центральной Азией, говорится в статье. Свидетельство этому, по словам автора, находка монет Каюан Тунбао в этом регионе. Тем временем издание China Daily Global сообщает об издании в Пекине новой книги о дружбе и сотрудничестве между КНР и Таджикистаном и отмечает, что этой дружбе более 1000 лет. Взаимовыгодные торговые отношения начались в IX-X веках во времена правления саманидов. Китайские историки нашли множество древних документов о сотрудничестве династии саманидов и династии Тан, говорится в статье со ссылкой на авторов книги. В книге также утверждается, что династия саманидов имела огромное влияние на живущих на северо-западе Китая племен. Именно под этим влиянием эти племена приняли ислам. Другие главы книги посвящены нынешнему сотрудничеству двух государств в различных отраслях. Как вы относитесь к тому, что в Китае пытаются присвоить себе Таджикистан? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Другой китайский новостной портал, который пишет в основном о туризме в Китае, в опубликованной в начале января статье отмечает, что Таджикистан вернул Китаю спорные земли взамен на экономическую помощь Пекина. В заметке, автор который не указан, со ссылкой на госчиновников, сообщается, что рабочая группа обнаружила в переданных Таджикистаном КНР землях несместное природное богатство. Несмотря на то, что эти земли уже принадлежат Китаю, наше государство решило передать часть этого богатства Таджикистану, отмечается в заметке. О каком природном богатстве идет речь, неизвестно. Агентство «Волны связи Китая» пишет, что принятый парламентом Таджикистана закон о передаче земель КНР стал для многих неожиданностью, хотя переговоры между странами продолжались 11 лет. В некоторых кругах передачу этих земель называют сделкой между двумя государствами. Однако в Таджикистане заявляют о дипломатической победе, ссылаясь на то, что передали Китаю только 3% от спорной территории, отмечает автор. В прошлом году журналист-историк Чу Яолу в статье «Таджикистан инициировал передачу Китаю его земель, и потерянные горы Памира были возвращены истинному хозяину». Писал, что Таджикистан передал КНР 1158 квадратных километров, хотя официальные СМИ Таджикистана всегда писали о 1100 квадратных километров земель, переданных Китаю, называя это дипломатической победой. Кстати, в этой статье, которая была перепечатана и другими СМИ Китая, были использованы только китайские источники. В ней не было ни мнений таджикских историков, ни ссылок на другие исторические документы. После становления новейшего китайского государства в 1911 году первостепенной задачей властей стало возвращение потерянных земель. Некоторые земли были возвращены, другие до сих пор остаются под контролем соседних стран. 27 июля 2020 года глава МИД Таджикистана Сираджиддин Мухридин на пресс-конференции в Душанбе заявил, что утверждение китайского историка является его личным мнением, а не позицией официального Пекина. Однако вслед за этим заявление таджикского министра сайт Ван Кюи или «Свободная волна» удалил со своих страниц статью Чу Яолу. Как вы относитесь к таким разбежностям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы относитесь к тому, что Таджикистан передал территории Китая? Обязательно напишите нам, что вы об этом думаете. Нам очень интересно. А пока у нас на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.